Великая Отечественная война. О событиях той давности и сегодня напоминает многое. Покалеченные судьбы детей войны, страшные воспоминания фронтовиков, братские могилы по всей стране, улицы с именами героев и вот такие обелиски вечного огня практически в каждом городе. Наряду с этим ярчайшими памятниками истории, напоминающими о славных страницах борьбы с врагами Отечества, являются боевые награды. К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе насчитывалось 6 наград, которые выдавались за боевые заслуги. На первый взгляд, достаточное количество, чтобы награждать людей, совершивших подвиг. Но в апреле 1942 года, через 10 месяцев после начала войны, Сталин вызвал к себе начальника Главного управления тыла генерала Андрея Хрулева и дал задание разработать новый боевой орден. Создание эскизов поручили художникам Сергею Дмитриеву и Александру Кузнецову. Из представленных ими рисунков генерал Хрулев отобрал 4 и дал распоряжение изготовить их в металле для показа Сталину. Вождь выбрал проект художника Александра Кузнецова. С некоторыми изменениями 20 мая 1942 года этот вариант утвердили в качестве новой награды. Орден Отечественной войны, покрытая красной и белой эмалью пятиконечная звезда на фоне золотых лучей. Под ней скрещенная винтовка и шашка. В середине звезды золотое изображение серпа и молота, по кругу надпись «Отечественная война». Орден приняли в 2 вариантах – первой и второй степени. Различие между ними было только в материале. Орден Отечественной войны первой степени изготавливали из золота, второй степени – из серебра. Эту награду мог получить любой военнослужащий, выполнивший какой-либо из пунктов статута. Вот некоторые из них. Орденом Отечественной войны первой степени награждался тот, кто уничтожил огнем артиллерии не менее 3 самолетов противника, или кто под огнем противника эвакуировал с поля боя не менее 3 танков, кто организовал и успешно высадил морской десант на территории противника. Разница между орденами первой и второй степени в статуте было очень мало. Различие в основном сводилось к цифрам. К примеру, орден Отечественной войны второй степени давали за 3 уничтоженные батареи противника. За 5 уничтоженных батарей вручали уже орден первой степени. В числе первых награжденных были артиллеристы. Не успела появиться новая награда, как Сталин дал указание разработать еще 3 новых ордена – Суворова, Кутузова и Александра Невского. Они предназначались исключительно для командного состава Красной армии. Обобщенно такие награды стали называть полководческими. 7 июня 1942 года группа художников и архитекторов приступила к созданию полководческих наград. Уже через 4 дня первые эскизы легли на стол Сталина. После различных согласований и доработок 29 июня 1942 года были утверждены 3 новых ордена. Орден Суворова – пятиконечная звезда в виде расходящихся лучей в центре, круг с изображением Александра Суворова, нижнюю часть круга обрамляет лаврово-дубовый венок. Орден Суворова имел 3 степени. Первую степень изготавливали из платины, а изображение полководца – из золота. Орден Суворова второй степени был сделан из золота с изображением полководца из серебра. Орден третьей степени выпускали полностью из серебра. Первое награждение состоялось в январе 1943 года. Орден Суворова за номером 1 вручили маршалу Георгию Жукову. Вторым по значимости орденом среди полководческих наград, учрежденных в 1942 году, стал орден Кутузова. Пятиконечная звезда в виде расходящихся лучей, в центре круг с изображением Михаила Кутузова на фоне Кремлевской башни. От круга расходятся серебряные пучки лучей, под ними лаврово-дубовый венок. В 1942 году орден Кутузова утвердили в 2 вариантах – орден первой степени из золота, а второй степени из серебра. Отличия между ними были незначительные. На ордене второй степени отсутствовал лаврово-дубовый венок. Чуть позже появилась и 3-я степень этой награды. По статусу орден Кутузова также предназначался для награждения командного состава за хорошо спланированные и проведенные боевые действия. Но если орден Суворова вручали за наступательные операции, то орден Кутузова в основном за оборонительные. Первые награждения состоялись в январе 1943 года. За проведение боевых операций в районе Сталинграда этой награды удостоились 15 человек высшего командного состава. Вообще, ордена Суворова и Кутузова вручали нечасто. За весь период войны эти награды получили около 14,5 тысяч человек. А вот третьей по значимости полководческой награды были удостоены более 40 тысяч командиров Красной армии. Орден Александра Невского. Покрытая красной эмалью пятиконечная звезда на фоне золотых лучей. Под ней 2 скрещенных топора. Сверху звезду прикрывает круглый щит с изображением Александра Невского. Сам щит обрамлен лавровым венком. Внизу изображение серпа и молота на фоне малого щита. Под ним скрещенный меч, копье, лук и колчан со стрелами. 22 октября 1942 года в советской наградной системе появилось 4 боевые медали за оборону Ленинграда, за оборону Севастополя, за оборону Сталинграда и за оборону Одессы.
По статуту эти награды могли получать как военнослужащие, так и гражданское население, участвовавшее в боевых действиях по защите города. Под этим подразумевалась не только защита с оружием в руках, но и работа на предприятии, участие в строительстве оборонительных сооружений, организация общественного питания. Огромную роль в Великой Отечественной войне сыграло партизанское движение. В середине 1942 года на оккупированной территории находилось свыше 4000 партизанских отрядов, численность которых насчитывала более 1 миллиона человек. Большая часть партизан не имела связи с армией и действовала на свой страх и риск. Находясь в тылу врага, партизаны совершали дерзкие нападения на важные стратегические объекты противника. Командиры отрядов, пытаясь хоть как-то поощрить наиболее отличившихся бойцов, изготавливали самодельные медали. Название их копировалось, как правило, с государственных наград – за отвагу, за боевые заслуги. В январе 1943 года начальник Центрального штаба партизанского движения Пантелеймон Пономаренко на одном из заседаний в Кремле предложил учредить отдельную награду для советских партизан. Идея была одобрена, и спустя месяц, 2 февраля 1943 года, появилась медаль партизану Отечественной войны. Награда имела 2 степени. Первая изготавливалась из серебра, вторая – из латуни. По статуту медалью первой степени награждались все партизаны и начальствующий состав партизанских отрядов за особые заслуги в деле организации партизанского движения. Медаль второй степени вручалась уже за личное боевое отличие или за активное содействие в партизанской борьбе. К лету 1943 года в наградной системе Советского Союза насчитывалось уже 15 орденов и медалей, которые вручались за боевые заслуги. 6 из них были учреждены до войны и 9 в первый период Великой Отечественной. Такое количество наград повлекло за собой и некоторые изменения в правилах ношения. Начиная с середины 1943 года, все награды круглой формы должны были носиться на левой стороне груди. К ним установили пятиугольные колодки. Они были обтянуты шелковыми лентами определенного цвета и рисунка для каждой награды. Остальные ордена, не подходившие под определение круглых, носились на правой стороне. Но, пожалуй, главным новшеством стали ленты на прямоугольных планках. Цвет каждой ленты соответствовал определенной награде. Носились планки на левой стороне груди вместо орденов и медалей. Это предотвращало утерю или порчу наград. После изменений и дополнений в правилах ношения опять вернулись к созданию новых наград. В октябре 1943 года в Советском Союзе учредили еще один полководческий орден – орден Богдана Хмельницкого. Пятиконечная звезда, выполненная в виде расходящихся лучей, в середине изображения Богдана Хмельницкого под звездой серебряные лучи. Орден Богдана Хмельницкого имел 3 степени. Первая изготавливалась из золота, вторая и третья – из серебра. Статут этой награды был схож с орденами Суворова и Кутузова, но были и дополнения. Во-первых, орден Богдана Хмельницкого 3-й степени мог получить не только командный состав, но также сержантский и рядовой. Достаточно серьезное нововведение, ведь эта награда создавалась как полководческая. Во-вторых, в статуте впервые были упомянуты не только командиры и бойцы Красной Армии, но и моряки военно-морского флота. В-третьих, в советской наградной системе это единственный орден, на котором надпись была выполнена не на русском, а на украинском языке. После победы на Курской дуге Красная Армия перешла в контрнаступление. С этого момента военная инициатива полностью принадлежала Советскому Союзу. Окончательная победа была делом времени. На одном из заседаний в Кремле Сталин высказал предложение о создании новых наград. По его мнению, их внешний вид и названия должны были в полной мере соответствовать грядущей победе над Германией. Итогом этого предложения стало появление 8 ноября 1943 года 2 орденов – Победы и Славы. Орден Победы – пятиконечная рубиновая звезда с вкрапленными по краям бриллиантами. В середине изображение Кремлевской стены с мавзолеем Ленина и Спасской башней. Круг окаймлен лавровыми и дубовыми листьями. Внизу надпись «Победа». Под звездой расходящиеся лучи с бриллиантами. Из всех советских наград этот орден являлся самым красивым и самым дорогим в изготовлении. На один экземпляр требовалось 47 граммов платины, 2 грамма золота и 19 граммов серебра. Помимо этого на ордене находилось 174 бриллианта общим весом 16 карат и 5 граммов рубинов. В наши дни стоимость одного ордена Победы у коллекционеров оценивается в $10 миллионов. Первое награждение состоялось в апреле 1944 года. Орден Победы за номером 1 был вручен маршалу Советского Союза Георгию Жукову. В это время он командовал Первым Украинским фронтом. Свою награду Жуков получил за освобождение правобережной Украины. Вместе с Жуковым орденом за номером 2 был награжден маршал Александр Василевский. Орден Победы за номером 3 вручили Сталину за исключительные заслуги в организации проведения наступательных операций Красной Армии, приведших к крупнейшему поражению германской армии и их коренному изменению положения
сражения на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Орденом Победы наградили всего 20 человек. Такое небольшое количество объясняется двумя причинами. Первая – высокая стоимость изготовления ордена. Вторая – статут программы. Она предназначалась только для высшего командного состава Красной Армии за успешное проведение боевых операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых обстановка в корне менялась в пользу советских войск. Второй наградой, утвержденной в ноябре 1943 года, был Орден Славы. Пятиконечная звезда, в середине которой расположен круг с изображением Кремля и Спасской башни. В нижней части ленточка с надписью «Слава». По краям круга лавровый венок. Для этой награды установили 3 степени. Орден Славы первой степени изготовлялся из золота, второй, третий – из серебра. За 2,5 года Великой Отечественной войны было учреждено 12 боевых наград. Еще в середине 1943 года нарком ВМФ Николай Кузнецов обратился к Сталину с просьбой об учреждении наград с именами великих флотоводцев, но одобрение было получено только в начале 1944 года. Специальная группа разработала проекты 2 орденов – Ушакова и Нахимова. Награды утвердили 3 марта 1944 года. Орден Ушакова – пятиконечная звезда, выполненная в виде расходящихся лучей, в центре круг с изображением Федора Ушакова. Под кругом якорь и цепь. На лапы якоря наложены лавровые и дубовые ветви. Первый указ о награждении был издан 10 апреля 1944 года. Тогда ордена второй степени были удостоены 5 человек из командного состава Северного флота. Спустя месяц появились и кавалеры ордена Ушакова первой степени. Примерно в это же время стали награждать и орденом Нахимова. Орден Нахимова – украшенная рубинами пятиконечная звезда из стилизованных якорей, между ними помещены золотые лучи, в центре круг с изображением Нахимова, под портретом лавровые ветви серпом и молотом. Сам круг окаймляет якорная цепь. По сложившейся традиции орден Нахимова утвердили 2 степеней. Орденом первой степени награждали за искусно разработанную и хорошо проведенную боевую операцию. Орденом второй степени награждали за личное участие в боевых действиях. Как и орден Ушакова, эта награда вручалась только офицерам военно-морского флота. Первым кавалером ордена Нахимова второй степени 5 апреля 1944 года стал летчик 46-го штурмового авиаполка Северного флота, младший лейтенант Николай Иванович Васин. К сожалению, свою награду он получить не успел. 16 мая 1944 года при нанесении штурмового удара по вражескому конвою летчик погиб. Одновременно с флотоводческими орденами были учреждены и 2 одноименные медали – медаль Ушакова и медаль Нахимова. Предназначались они для матросов, старшин и мичманов военно-морского флота. Вообще, в 1944-1945 годах советское руководство не скупилось на новые награды. В мае 1944-го тогда появились медали за оборону Москвы, за оборону Кавказа. К концу года утвердили медаль за оборону советского Заполярья. 9 мая 1945 года, в День Победы, вышла еще одна награда, созданная специально для этого случая – медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Казалось бы, с ее появлением должна была закончиться история боевых наград периода Великой Отечественной, но, как ни странно, она продолжилась еще 1,5 десятилетия. Летом 1945 года выпустили целый ряд медалей за взятие и освобождение основных европейских городов. За взятие Вены, Будапешта, Кёнигсберга, Берлина, за освобождение Белграда, Праги, Варшавы. А спустя 16 лет после окончания войны учредили еще одну боевую награду. Это была медаль за оборону Киева. Хрущев утвердил ее в 1961 году. Она стала последней боевой наградой Великой Отечественной войны. Спустя 20 лет, 7 мая 1965 года, была учреждена памятная медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». Ее удостоились 16 миллионов 399 тысяч 550 человек. Каждые 10 лет подобные юбилейные медали вручались лицам, принимавшим участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной, партизанам, участникам подполья, труженикам тыла. С каждым десятилетием количество награждаемых сокращалось на 2-3 миллиона человек. К очередному юбилею Победы приказом президента России была утверждена памятная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». В Сибае юбилейных медалей удостоится 720 человек. Больше половины ветеранов, тружеников тыла, инвалидов войны, блокадников и узников концлагерей уже получили заслуженные памятные награды из рук главы администрации, депутатов Совета городского округа, руководителей предприятий. Коллектив сибайского телевидения решил присоединиться к славной традиции и в очередной раз лично поблагодарить героев войны и тыла за завоеванную победу. Бүйік отан хугышы илебез тарихында был елдар қан менән язылган һәм әлегесә халык хәтерендә яшәп килә. Хугыштың авырлыгын үз иңдәрендә татыган олатайым менән өләсәем Фәсхетдин һәм Кәбирә Тутаевтар да еңеүде якын айткан. Уларның батырлыгы минең өчен олы үрнәк. Олатай өләсәйләребезнең ул елдардагы бердәмлеге, тырышлыгы, сызамлыгы үрнәк булып тора. Нәкъ ошо сифаттары еңеүде яуларга ярдәм иткән дә инде. Бүген шөкер, тормышыбыз тыныс, имен. Буларның бары өчен дә без хөрмәтле ветерандарыбызга рәхмәтлебез.
Без тәбрикләйәсәк ветеран Сәгыд Газил авылы Карабаев ул көндәрдә терапия бүлегендә сәламәтлеген ныгыта ине. Етеп килгән бөек киңү байрамы менән котлау һәм рәхмәт йөзеннән юбилей медалын тапшыру өчен безнең коллектив Үҙәк ҡала дауаханаһына юл алды. Һеҙҙе Сәғит Ғазил ауылы Рәсәй Федерацияһы президенты тарафынан булдырылған бөйөк еңеүҙең 70 йылына ҡарата медал менән бүләкләп үткебеҙ килә. Был Рәсәй Федерацияһы тарафынан булдырылған безнең республика хакимияты башлығы тарафынан ҡалабыҙҙың хакимияты башлығы тараф исеменән һеҙгә ошондай медал тапшырып китергә рөхсәт итегеҙ. Һуғыш бөтөп, үтте байтаҡ йылдар. Уңалғандай күңел яралар. Тирә-йүндә тыныс тормош ҡайнай. Яңы быуын үҫә, балалар. Күңелдәрҙән мөмкин түгел икән алып ташлау һуғыш эҙҙәрен. Ваҡыт үткән һайын тәрәнәйә, оноттормай улар эҙҙәрен. Йылдар менән бергә ғүмер үтәм. 70 йылда үткән һуғыш бөткәнгә. Ветерандар, һеҙгә рәхмәтлебеҙ, тыныс тормош бүләк иткәнгә. Ошо быуын вәкилдәре бер булып һеҙгә баш эйәбеҙ. Ҙур рәхмәт. Яҙмабыҙҙың геройы ябай һәм алсаҡ күңеле олатай булып сыҡты. Сәғит Ғайзул ауылы Башҡортостандың гүзәл тәбиғәтле Бөрйән районында тыуып үҫкән. Һуғыш башланғанда уға ни бары 15 йәш була. 18 йәшен тултырған егетте 1944 йылда фронтҡа алалар. 44 йыл киттек, 8 кеше анда сразу Калинға апарылар. Деді Москваны түннәп киттеләр күрһәтмәккә. Москва бит ҡыйра бөткән инде бит. Түнне алып барып Калинға апарып индерҙеләр. Шу Калинда тамамдан һуғышты. Мин 5-нче класста ғына уҡыным. Уҡырға ваҡыт булманы. Вес алып китеп бөттөләр. Тәүле өйрәттеләр теге һуғыш тураһында. Ат белән өйрәттеләр, кавалерия белән. Аттарҙы юҡ. Ул атлар да бахырлар кит. Әрәм үлеп ҡалып бөттөләр. Мына һуғыш ваҡытында кавалерия бит нимә бәмәгә икән? Кавалерияны беҙҙә 100-дән нисә кеше китте, 2 генә кеше ҡайтып килде. Аттар да рәмле кешеләр дә бит. Мин ағайым мына бөгөн һуғыш сыҡты, 2-нсе көнө китте. Коммунистар тип. Доброволе. Ҡыҙлар да булды. Бына бер райондан ҡыҙлар булды. Алар теге үлгән кешеләр ташка тиберҙеләр бит. Райондарҙы. Ул сирләп бөттөләр, ҡайтҡасын да сирләп үлеп бөттөләр бахырлар. Әрәм булып бөттөләр. Һуғыш ваҡытында беҙ һабан белән һөрҙөк бит. Ат белән. Исәтегә һабан хәҙер трактор белән иген эшләй алмайҙар. Ә беҙ һабан һөрөп хөкүмәткә иген эҙләп иттек. Тунналап. Нимештәр беҙгә ла уважать иттеләр. Йәшләр буңга микәнде. Алар уважать итте. Бер һәнәгә етмәк бирһәң, 1 сәғәт бирә торғанлар. Только алып бирә алмайһың. Беҙҙекеләр тартып ала. Алар эре халыҡтар булды, немецтар. Здоровый. Эштәнеләр алар. Беҙ Гитлер виноват, беҙ виноват, беҙ һуғыш теләмәйбеҙ торғайны. Кешелек тарихында булған иң яуыз һуғыштарҙың береһе ул Бөйөк Ватан һуғышы. Уның тамамланыуына быйыл 70 йыл була. Күп ваҡыт үткән кеүек. Тик был һуғыштың күрһәткән яуызлығы, күҙ йәштәре, етем балалар һәм ҡатындар һыҡтауы, түгелгән ҡан уны һис кенә лә оноттормай. Һәр бер һан артында ғына күпме ҡайғы. Дәһшәтле Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында 32 000 завод һәм фабрикалар шартлатылған, 65 000 километр тимер юлы, 1725 000 ҡасаба һәм ҡалалар, 70 000-дан ашыу ауылдар юҡҡа сығарылған, 40 миллион совет халҡы ҡырылған. Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында башҡорт халҡы үҙен күп милләтле тыуған илебеҙҙең ышаныслы терәге, еңеүҙең мөһим арсеналдарының береһе булараҡ күрһәтә. Туған еребеҙҙе дошман ҡулынан азат итеүгә Сәғит Ғайзул ауылы Ҡарабаев та үҙ өлөшөн индерә. Һуғыш ваҡытында асыҡ менән да беҙгә помогать итте Америка.
Bit Amerika pamagetti, kanseri bahanda, bit enemehanda, maşinahanda, bit enemek pamagetti, şul pamagetti. Ama avuldan pamagettiler, mana o yok bir yere beyler, bir hebiler, ten hatınları. Şular ibarettirdi, basıkça verdiler. Bana asla kumana hoş bakımda. Bu kadar geldi iltike, kamalgan uğranlarda, Leningradlarda. Anda ölüp kalıp ettiler bit. Aslıkta. Bizde bunlar eyvet buldu. Hoş bütçe so tünü bu yönünler. Ben de urban bak neyde şartlar uramda evet vakında kaytarmadılar. Örcanından ki indirdiler. Gimnasturka sağlı var batınca biz. Böyle bizi tanımayız. Hoş bütçeyle biz tekiyim dağılıp işçilerle gelirip anam Japonya hoşu başlandı bitince. Şuğa gittiler Japonya hoşuna. Türlü yaşlar yine. Bir ay gana vardı bitti. Язмабыздың геройы Сәғит Ғайзулла улы һугыш бөткәндән һуң үзенең артабанғы тормыш юлын илдең якты киләсәге өчен тырыш хезмәт итүгә багышлай. Сибайга күсеп килгәндән һуң хаклы ялга сыккансы леспромхозда эшләй. Һугыш ветераны сертификат буенча калала бер бүлмәле фатир һатып ала. Еңү байрамы менән котлап, балалары Лауга йылы теләкләрен yetkерә. Мен котлайм, мен алда медаль алган өчен котлайм. Теләктәр щоб авырмаһын, йөҙгә тимәшәһен. Шулай теләк. Еңү көнен байрам итү һугыш ветерандарына олы рәхмәт һүҙҙәрен һәм ихтирам тойғыларын еткерү мөмкинлеген бирә. Ватаныбыҙ азатлығы хаҡына ғүмерҙәрен аямаған яугирҙар тураһындағы иҫтәлек бер ваҡытта ла онотолмаясаҡ. Бөгөнгө тыныс тормош, яҡты киләсәк өсөн баш һалған ил батырҙары һәр саҡ беҙҙең хәтерҙә. Өлкән быуындың ҡаһарманлығы хаҡындағы ошо яҡты иҫтәлектәрҙе үҫеп килеүсе быуынға тапшырыу, йәштәрҙә ата-бабаларҙың ҡаһарманлығына ихтирам тойғоһо тәрбиәләү бөгөн беҙҙең төп бурыс. 1418 дней и ночей солдаты Красной Армии совершали этот бессмертный подвиг. Но героизм людей на передовой – это лишь одна сторона войны. Люди, находившиеся в тылу, жертвовали не меньше. И если уж расставлять все на свои места, невольно начинаешь задумываться. А была бы возможна победа без колоссальной поддержки тыла. Те, кто трудился на заводах и в колхозах, проявляли героизма не меньше бойцов, бесперебойно снабжая фронт всем необходимым – провиантом, оружием, экипировкой, медикаментами. Наши земляки, труженики тыла Николай Васильевич и Татьяна Григорьевна Насоновы. Именно им коллектив СТВ вручил юбилейные медали Победы. Вас приветствует Ивайская студия телевидения. Мы очень рады такому шансу, который выпал нам, поздравить вас. И хотелось бы от имени президента Российской Федерации, главы Республики Башкортостан и администрации города Сибай вручить вам медали, посвященные 70-летию Великой Победы. Большое спасибо вам за ваш героический труд, за то, что, не жалея себя, жизни, здоровья своего, вы выковали эту победу. Поздравив ветеранов, вручив им небольшие подарки, мы вспоминали и пели военные песни, от которых у наших героев наворачивались слезы. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Татьяна Григорьевна и Николай Васильевич родились в селе Кананикольское Зилаирского района. Когда началась Великая Отечественная война, Насоновы помнят до сих пор. У нас радпродуктор был. Песню запели, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. У нас отец с матерью говорит: Татьяна, наверное, все же, говорит, немец нас стукнул. Что в чем дело? Да ты, говорит, слышишь, по приемнику. А ведь колхоз у нас был. Он прям встал в колхоз, он был бригадиром, прям в колхоз побежал. Приходит и говорит: все, война. Помню я, как отца провожали, все помню. И у нас первый год его не брали, а второй год забрали. Сразу забрали, не передавали. Раньше Валкиным ведь передавали, а это не передавали никуда. Сразу на фронт и в Уклишко, и все. Так вот, мать осталась, нас 5 было.
Отец Татьяны Григорьевны, Григорий Ефимович Пронин, погиб в январе 42-го в Кривом Роге. В его смерть семья не верила до последнего, но деваться было некуда. Старшая Таня в 11 лет наравне с взрослыми работала в колхозе, рубила лес, сплавляла его по реке, сеяла и убирала урожай с полей. Тогда из Каноникольского на фронт ушло много мужиков, вспоминает наша героиня. Вернулись единицы. Когда сказали по продукторам, война кончалась, ох, мы бежали все в учреждения, там и гармошка уже была, кто с чем, кто как мог угощать. Война кончалась, а мы что, мы понимали, война кончалась. Мне бывало, мать скажет, давайте, хоть ладно, война кончалась, как-нибудь да вырастем. Тогда казалось, что все самое страшное уже позади, но вдруг умирает мать, и я с 4 братьями и сестрами осталась одна. С дрожью в голосе вспоминает Татьяна Григорьевна. Собрав волю в кулак, вырастила их, завела собственную семью. Послевоенные годы они вместе с мужем продолжали трудиться. Сибай Николай Васильевич работал в леспромхозе, а его супруга в коррекционной школе. 2015 для них по всем датам юбилейный. 70 лет победы над фашизмом. Им обоим исполняется по 85, а осенью будет золотой юбилей их свадьбы. Еще бы жить да жить, с грустью вздыхает Татьяна Григорьевна и украдкой вытирает предательскую слезу. К Великой Отечественной войне у каждого человека свое отношение. Один мой дед трудился в тылу, другой в 1943 году ушел на фронт. Об этом даже есть запись в музейной книге памяти. Они вернулись с победой. Он проходил воинскую службу в 22-м армейском заградительном отряде, участвовал в боях в составе Центрального фронта. Воинское звание – рядовой. От военного прошлого моего деда Косарева Якова Сергеевича осталась лишь вот такая книжка красноармейца. И судя по ее записям, он был демобилизован 12 мая 1945 года. Эта книжка побывала на полях сражений. Его родной брат Косарев Григорий Сергеевич был призван в декабре 1941 года. Летом 1942 он пропал без вести. И только спустя 70 лет мы узнали, что он погиб в плену. На сайте «Мемориал» мы нашли информацию, карточку военнопленного, о том, что мой двоюродный дед попал в плен к фашистам 19 октября 1942 года, а умер 27 мая 1943 в фашистском концлагере и похоронен на границе Украины и Польши. Такие истории потерь и подвигов есть в каждой семье, забывать о которых нельзя.